В частности, сейчас я работаю плотно с карачаево-балкарцами. Замечательный народ. Очень интересные люди, очень действительно достойные люди. И вот они считают, что их предки произошли от алан. И вообще аланы имеют очень большую нагрузку эмоциональную на Северном Кавказе. Это были племена, полагают, что скифские племена. И у аланов очень такая уклончивая история, про них мало что известно. Мало известно про их историю, мало известно про их литературу. Есть всего лишь где-то буквально 4-5 источников литературных, и то некоторые там 2 слова. И поэтому спорят, это тюркоязычные были аланы или ираноязычные аланы, то есть индоевропейские языки. И вот считалось, что это аланы, потому что страна Алания, и осетины, и карачаево-балкарцы называют себя аланами. Вот если вы увидите часто, вот, допустим, осетин, у него майка, и написано Алания, это страна Алания. То есть и те, и другие считают себя аланами, происходящим от алан. И вот когда я начал заниматься как раз карачаево-балкарцами и осетинами, то ДНК, с точки зрения ДНК-генеалогии, то есть такое понятие, вот есть метки в ДНК, которые располагаются в длинной цепочке цифр. Вот это как бы портрет ДНК. И вот я взял эти длинные цепочки цифр, к которым сходятся население Карачаево-Балкарии и Осетии. У них, у представителей, у многих вот эти длинные цепочки цифр. И когда я их сопоставил, оказалось, что они расходятся на тысячелетия. То есть очень много изменений. То есть вот эти цифры, эти мутации, которые там разводят их ДНК на несколько тысяч лет в стороны. А аланы жили, в нашей эре. Это примерно с 1-2 века до 13 века. Грубо говоря, 1000 лет назад. А тут разводятся они на 7-8 тысяч лет, их ДНК. То есть явно, что вместе они от алан происходить не могут. Или, по крайней мере, от одних и тех же алан. Поэтому либо одни, либо другие. И вот я написал статью, вышла недавно с таким названием полушутливым, что Аланский боливар не унесет двоих, не выдержит двоих. Поэтому вопрос такой, либо те, либо другие. И вдруг по ходу этого исследования оказалось, появились ДНК ископаемых алан. Есть донские аланы такие, и недавно сделали раскопки, и извлекли ДНК, и проанализировали. То есть появилась новая цепочка цифр, которую можно сравнить и с карачаево-балкарцами, и с осетинами. И оказалось, что не похоже ни на этих, ни на других. То есть не те аланы предки, ни тех, ни других. Вот сейчас мы этим занимаемся, но главное, а их всегда именно донских алан считали, что они предки тех и других. Вот эта проблема оказалась решена. Ни тех, ни других донских алан. То есть это оказались либо не аланы, либо не те аланы. То есть продолжаем заниматься дальше. Но вот эта проблема, а их уже десятки лет считают, что именно они предки. Вот ДНК-генеалогия одним, так сказать, росчерком пера вот решила эту проблему. Поэтому вот такого рода работ сейчас все больше и больше. И вот будем надеяться, что и здесь, в этом отношении, Кириллисовой книги, ДНК-генеалогия свои усилия приложит и получит интересные сведения.